Сегодня сотрудники Кыргызпочтасы вышли на акцию протеста. Они требовали повысить заработную плату на 50% и выплатить им премиальные за прошлый год. У меня оклад 5600, плюс бригадирские 560, плюс газеты, безопасный город. В общей сложности я получаю 6, с натяжкой около 7 тысяч. Это с натяжкой с большой. Безопасный город нам то платят, то не платят. Оказалось, заработная плата у сотрудников Кыргызпочтасы не повышалась в течение 5 лет. Из-за низкой оплаты труда здесь никто не хочет работать, многие увольняются. О молодых специалистах и мечтать не приходится. 90% сотрудников – пенсионеры. Не создаются элементарные условия труда, а напротив, с каждым годом работы становится больше. У нас очень много отделений, поэтому бывает неразбериха. Письма уходят, потом снова возвращаются в головное отделение. Сотрудников не хватает, работы становится больше, а зарплата на том же уровне. Сотрудники Кыргызпочтасы, кроме доставки писем, газет и счетов, на оплату коммунальных услуг занимаются и разносом писем счастья проекта «Безопасный город». Перед внедрением новшества им обещали повысить заработную плату, но все это осталось на словах. К слову, сотрудники Кыргызпочтасы оказывают более 120 услуг, но за каждое письмо им выплачивают всего по одну сумму 88 тиынов. Эмне үчүн 1,5 айдан бери генеральный Кыргызпочтасына отуруп, анан сиз азыр митинг кылганда ушинтип барыңар жооп берип атасыз. 700 кишинин 60-70 вакансиясы бар экен дедим. Бу жерде реорганизация кылып. Здесь нужно провести реорганизацию, возрастную люстрацию, а уже потом решать вопрос заработной платы. Если требование митингующих не будет выполнено, то они будут требовать отставки нынешнего руководства. Остро стоит вопрос и о реформировании предприятия. Бахыт Кучманов, Халыс Акибаев, Нью ТВ.